Здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. На сегодня по данным управлением Роспотребнадзора по республике зарегистрировано 140 новых случаев коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что 75 случаев зарегистрировано в городе Якутске и 12 случаев, это самые высокие цифры по республике, зарегистрировано в Мирнинском районе. 9 случаев зарегистрировано в Нерюнгринском районе, но для них тенденция, связанная с большим количеством случаев, так же, как и для Мирнинского района, является постоянной уже практически месяц. И если оценивать их с точки зрения месяца, то необходимо обратить внимание на некоторое снижение выявленных случаев, особенно по Мирнинскому району, где был предпринят ряд мер, прежде всего административного характера, мер, направленных на, в том числе приостановление деятельности ряда учреждений, организаций, которые оказывали соответствующие услуги, связанные с культурно-массовыми мероприятиями, проведением культурно-массовых мероприятий, для того, чтобы вот эту цифру сегодня действительно снизить. А у нас продолжает опасность вызывать Сунтарский район, в котором зарегистрировано по данным управления Роспотребнадзора 8 случаев. При этом необходимо обратить внимание на соблюдение сунтарцами мер социально-эпидемиологических, прежде всего при принятии решений о проведении больших коллективных семейных праздников. По 6 случаев зарегистрировано в Алданском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском районе, по 3 случая в Усть-Алданском и Татинском районах, по 2 случая в Ленском и Нюрбинском, по 1 случаю зарегистрировано в Амгинском, Верхневилюйском, в Горном, Кобяйском, Намском, Алекминском, Хангаласском, Чурапчинском и Лусе. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, безусловно, фиксация новой коронавирусной инфекции, особенно на территории тех муниципальных образований, где сегодня сложная противопожарная ситуация как таковая, конечно же, накладывает на органы местного самоуправления двойную нагрузку. Нагрузку как связанную с предотвращением пожара, но и также и с мерами, направленными на профилактику и недопущение распространения коронавируса. Поэтому непосредственно необходимо обе эти задачи выполнять достаточно четко в интересах наших граждан. За сутки проведено 3005 исследований. Всего за весь период пандемии обработано 1 288 716 тестов. На территорию республики сегодня дополнительно поступила вакцина «Спутник Лайт» в количестве 8500. Всего поступило с начала поступления вакцины 315 555 доз вакцины. Сегодня у нас уже получили первую дозу вакцины 283 613 человек. И, соответственно, с учетом новой поступившей вакцины использовано 90,2% от общего объема вакцины, поступившей в республику. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, есть ряд районов, до которых вакцина еще не доставлена. Она не доставлена в силу, прежде всего, сложностей транспортных и природных на территории нашей республики. Поэтому просим дальше продолжать, где еще не доставлена вакцина, осуществлять запись для того, чтобы медицинские работники потом создадут вам все условия для получения вакцины достаточно в быстром и понятном режиме. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, последняя неделя характерна для нас и тем, что увеличилось количество детей, находящихся на больничных койках. На настоящий момент мы развернули дополнительные койки детской инфекционной больницы. Впереди, соответственно, у нас учебный год, школьный год. И, соответственно, дети вновь соберутся в группы для продолжения обучения и образовательного процесса, и дополнительного образования, и для спортивной подготовки. В связи с этим сегодня мы обращаемся к родительской общественности о том, чтобы непосредственно каждый задумался о необходимости того, что если родители не провакцинированы и вы приводите ребенка в группу детского сада, то не забывайте, что рядом есть те, кто о своем здоровье заботится путем вакцинации и не хотят, чтобы их ребенок, соответственно, получив заболевание, принес возможное заболевание в ту или иную семью. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание
и призываю родителей, имеющих детей, мужей, имеющих беременных женщин, и всех тех, кто окружает тех лиц, которые не могут провакцинироваться в силу противопоказаний, их охранять и беспокоиться о них. Только коллективная вакцинация даст нам возможность непосредственно разрешить эту проблематику. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, во второй части брифинга я бы хотела обозначить ту текущую ситуацию в части социальной помощи, которая оказывается гражданам, находящимся на настоящий момент в зоне пожароопасной на территории республики. Нас необходимо обратить внимание на то, что в настоящий момент ребятишки из Горного Улуса уже практически, та группа, которая часть доехала уже до Орленка, им достаточно сложно было это сделать, потому что в Красноярске была задержка рейса, но все дети уже дышат, дышат краснодарским воздухом, да, морским воздухом. Часть детей у нас вчера появилась здесь и была размещена в Сосновом Бору города Якутска, детей Горного Улуса, также и Намского Улуса. Сегодня в связи с тем, что второй день отселяются из населенных пунктов Намского Улуса ребятишки и пожилые, соответственно, по всем ребятишкам и Намского Улуса также решается вопрос о размещении их в лагерях как города Якутска, так и заключения договоров на размещение лагерей в других субъектах Российской Федерации. Кроме того, медицинскими работниками у нас взяты на учет и находятся на особом индивидуальном медицинском наблюдении все беременные из зон пожароопасного, из зон территорий пожароопасных. Также непосредственно и пожилые граждане, пожилым гражданам, которые отселены, предлагается реабилитация. Как в Министерстве труда, Министерстве образования, Министерстве здравоохранения есть соответствующая прямая линия на их сайтах для того, чтобы разрешить эти ситуации. Здоровья всем!